Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшик-Пшара. А сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего выпуска. В Абхазии завершено создание первого государственного центра обработки данных. Статистика по направлениям демографии неутешительная. Смертность превышает рождаемость, разводов становится все больше. Тему раскроет наш корреспондент. В новом районе столицы идут капитальные работы по ремонту улиц Агрба и 30 сентября. Безопасность данных, оцифровка архивов и переход на электронное правительство. В Абхазии завершено создание первого государственного центра обработки данных. Объект, работа над которым началась по постановлению правительства, проинспектировали президент и премьер-министр республики. О том, как устроено цифровое сердце страны и какие возможности оно открывает для граждан, в материале Кугуци Вардания. 2024 год стал точкой отсчета. Именно тогда специалисты по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию приступили к реализации амбициозной задачи. Цель не просто создать сервер, а сформировать единую базу хранения всех государственных информационных ресурсов. Сегодня объект готов принимать первых лиц государства. Президенту и главе правительства демонстрируют результат работы. Масштабы впечатляют. Здесь будет сосредоточено все, от оцифрованных архивов до баз данных ведомств. Кстати, МНС Абхазии – первые клиенты Центра обработки данных. Были получены технические требования от СОД. Далее были проведены согласования сетевых архитектур и развертывания серверных мощностей в Центре обработки данных, после чего начали интеграцию с базами данных налогоплательщиков Министерства по налогам и сборам. Также идет развертывание и тестирование компонентов системы и устранение проблем с сетевыми портами и доступом. Этот центр – фундамент электронного правительства. Здесь размещено серверное и сетевое оборудование, которое гарантирует бесперебойную работу налоговых сервисов, госуслуг и, главное, полную сохранность персональных данных граждан. Теперь получать документы, справки или взаимодействовать с госорганами можно удаленно, не выходя из дома. Это касается как жителей, так и предпринимателей. Центр развернут в здании городской телестанции в Сухуме. Место выбрано не случайно. Профильный госкомитет отдал приоритет прочности и безопасности. По сути, это высокотехнологичная крепость, способная обеспечить стабильность цифровой инфраструктуры страны. Мы можем сказать, что созданы условия для того, чтобы наша экономика, наши возможности встали и на цифровые рельсы. Да, все верно. То есть сам ЦОД, он призван решить не только текущие задачи, но он формирует такую технологическую площадку для цифровой трансформации государственных органов. То есть в перспективе даже мы планируем предоставлять государственные услуги в электронном виде. Понятно. Но здесь речь идет не только о возможностях для государственных служб. Также и компании, частные компании, организации могут разместить свои мощности на площадке этого ЦОДа. Да, все верно. То есть площадка как раз таки позволяет, мощность самой площадки позволяет делать это, и, соответственно, она будет служить такой основой для будущих проектов в области информатизации республики. В роли генерального подрядчика выступила компания «Система». За прошлый год была проведена колоссальная работа. Возведены спецперегородки, подготовлен машинный зал, энергощитовая и комнаты для персонала. Все, что здесь сделано, позволит все задачи государства выполнить, и еще, наверное, какой-то запас по производительности у нас останется. В самом сердце ЦОДа, в машинном зале, установлена система холодного коридора. Это 10 высокотехнологичных шкафов, где поддерживается идеальный температурный режим. Общий объем хранения информации. Общий объем хранения на текущий момент у нас составляет 315 терабайт. Это система хранения данных с облачной сетью около 100 секунд.
Особое внимание энергобезопасности. В энергощитовой установлены мощные источники бесперебойного питания и стеллажи с аккумуляторами. Если городское электричество пропадет, система даже не остановится. Но и это еще не все. Завершены работы в помещении для дизельно-генераторных установок. 2 независимые установки ДГУ обеспечат полную автономность центра. Также отремонтированы помещения для IT-специалистов. Штат уже определен. Это высококвалифицированные сотрудники, которые будут следить за безопасностью данных в режиме реального времени. В планах подготовка специалистов. В ближайшей перспективе строительство МФЦ для оказания госуслуг, создание электронных налоговых сервисов, цифровая энергетика. Президент и премьер-министр дали высокую оценку проделанной работе. Это действительно новый этап развития и цифровой экономики в нашей стране. Еще 3 года тому назад было принято решение о реализации этого крупного проекта. Я имел тогда возможность на краткосрочной платформе возглавлять рабочую группу, которая принимала как раз-таки решение о необходимости внедрения данных современных цифровых решений. Это было поручение тогда президента. И сегодня, спустя 3 года, мы совершенно точно можем отметить, что проект успешно реализован. Весьма важное сегодняшнее мероприятие, скажу откровенно, очень долгожданное. Дело даже не в объемах больших средств, которые направлены на реализацию. Здесь точно цель оправдана средствами. И об этом говорит президент часто, о том, что цифровизация, автоматизация, в том числе всех процессов, которые задействованы в системе госуправления нашей страны, должны воплощаться в жизнь. Это как раз первый шаг к этому развитию. Идея создания центра принадлежит депутату Беслану Халваш, бывшему председателю Комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровым технологиям. Объект создан за счет государственных средств. Выделено 250 миллионов рублей. Сегодня мы все с вами являемся свидетелями знакового события открытия Государственного центра обработки данных. Это очень важное масштабное мероприятие, которое, я уверен, станет мощным стимулом для цифровизации всей нашей экономики. Запуском этого центра Абхазия официально вступает в новую цифровую эру, где государственные услуги становятся доступнее, а данные защищены. Гугут Савардани, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. На втором заседании комиссии по государственной программе развития сельских территорий на текущий год была утверждена программа работы комиссии. Также рассмотрены и утверждены формы документов, включая акты приема выполненных работ и заключения. Состав рабочих групп, которые в установленном порядке будут выезжать для изучения всех заявок. Кроме того, были рассмотрены и утверждены образцы конкурсной документации, сроки заявок на участие. Для реализации данной программы главой государства выделено 500 миллионов рублей. Председателем комиссии является Джансух Нанба. Объявим открытый конкурс на приобретение запасных частей для нужд машинно-технологических станций Министерства сельского хозяйства. Данный вопрос рассматривается в соответствии с пунктом 3.4 и пунктом 4.32 программы. Речь идет о проведении конкурса в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение запасных частей, в размере 5 миллионов рублей. В ночь на 18 июня стало известно, что Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. В документе обозначены предварительные договоренности по завершению конфликта. Меморандум, который должен открыть переговоры по более широкому соглашению. Процедура прошла дистанционно. Свои подписи под документом поставили президенты США и Ирана. Спустя 40 дней боевых действий жители Тегерана могут снова вздохнуть спокойно. Больше не слышно ни обстрелов, ни сирен воздушной опасности. Однако эхом войны звучат те разрушения, которые были нанесены жилым кварталам столицы. О том, как Тегеран восстанавливается после агрессии Израиля и США, в репортаже корреспондента RT.
40 дней американо-израильских бомбардировок оставили глубокие шрамы по всему Ирану, превратив некогда оживленные жилые кварталы в руины, вынуждая тысячи семей столкнуться с неопределенным будущим. Жилые дома с выбитыми окнами, рухнувшими фасадами и выгоревшими изнутри квартирами стали наглядным напоминанием о конфликте, который сломал привычный уклад жизни. От стадии реагирования власти быстро перешли к восстановлению временных убежищ. Это стало отправной точкой для скоординированных планов восстановления, включающих работу инженерных муниципалитетов и региональных жилищных управлений. По многих районах ремонтные бригады начали работы почти сразу, в первую очередь приводя в нормальное состояние частично пострадавшие дома и параллельно готовя проекты полной реконструкции сильно поврежденных зданий. Для многих жителей последствия ударов стали настоящим испытанием на прочность. Всего в Тегеране было зафиксировано почти 660 ударов, что привело к повреждению почти 51 тысячи жилых единиц. Не офисов, не деловых зданий, не что-то такого, а именно жилых зданий и домов. Власти также организовали крупномасштабное временное размещение для семей, лишившихся жилья, включая предоставление жилья более 6 тысячам человек в 46 отелях по всей столице. Были расширены механизмы финансовой поддержки для стабилизации положения семей, включая залоги за жилье, ежемесячные субсидии на аренду жилья и компенсационные карты, чтобы помочь семьям заменить необходимые бытовые вещи. Эти меры были направлены не только на решение неотложных проблем, но и чтобы не допустить долгосрочных социальных потрясений по мере того, как в некоторых районах продолжается восстановление. Незначительные и средние повреждения устраняли сразу же во время войны, если только не было риска, что по этому месту вновь не будет нанесен удар. Но для более серьезных повреждений требуется больше времени, и мы решили остановиться, пока не наступит прекращение огня. А после этого мы начали уже все работы. Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, направленный на прекращение боевых действий между двумя сторонами, вызвал осторожный оптимизм с ожиданиями, которые снижают напряженность, помогают стабилизировать ситуацию и высвободить дополнительные ресурсы для восстановления. В то же время перспектива более стабильной обстановки также связана с более скоординированными действиями между государственными учреждениями и частными подрядчиками, что помогает упростить восстановительные работы в нескольких районах. Что касается устранения ущерба, то тут стоит отметить, что огромную работу проделали волонтеры, которые к нам присоединились, особенно в первые дни войны. Многие люди присоединились к нам, и они действительно помогли нам устранить незначительные повреждения. Для первых 2 уровней повреждений это было возможно, потому что это были окна, стекла, двери и тому подобное. Это могли делать и непрофессионалы. Для 3-го класса, который нужно будет усиливать, это уже технический вопрос. Поэтому мы привлекали подрядчиков и профессионалов. Пожалуй, самой поразительной особенностью послевоенного периода стал масштаб взаимодействия в обществе государственных учреждений, муниципалитетов, инженеров и подрядчиков. Все они стали частью широкой сети по восстановлению. Во многих районах строительные работы стали неотъемлемой частью повседневной жизни, символизируя не только восстановление, но и стойкость иранского народа. Процесс восстановления все больше видится общенациональным делом, к которому параллельно подключаются разные слои общества, чтобы вернуться к нормальной жизни после 40 дней непрерывного конфликта. На 17 июня прошлого года в республике зарегистрировано 128 рождений, 182 смерти, 70 заключенных браков и 52 расторжения брака. Эти данные предоставлены ЗАГСом. Анализ показывает, что число смертей превышает количество рождений, что является примером неблагоприятных демографических тенденций. Кроме того, сохраняется устойчивая тенденция к росту числа разводов, что также влияет на социальную структуру населения. Тему продолжит Шазина Ханагуа. Рождение и смертность, браки и разводы – ключевые демографические показатели. По данным на 17 июня 2026 года в республике зарегистрировано 135 рождений и 181 смерть, а число заключенных браков – 72, что почти вдвое превышает количество разводов – 31.
Демографическая безопасность является основной составляющей национальной безопасности нашей республики, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики АГУ Амра Цушпа. Она напрямую влияет на воспроизводство населения, его численность и возрастную структуру. За последние 10 лет численность населения увеличилась всего на 691 человека и на 1 января 2025 года составила 243 897 человек. Основную часть прироста нам обеспечивает миграционные потоки, то есть прирост за счет миграции. Это плюс 1100 человек. А естественная убыль населения за это время составила 471 человек. Конечно, у нас сложилась очень сложная демографическая ситуация, которая характеризуется как низкой рождаемостью, так и высокой смертностью. У нас коэффициент рождаемости за этот период, за последние 10 лет, снизился с 7,9 до 5 в 2024 году. Почему 2024 год пока привожу? Так как нет пока официальной статистики у нас за 2025 год. Наука пользуется только официальными данными, которые опубликованы. И для нас это является единственным источником статистической информации, то есть легальным статистическим источником. Для Абхазии исторически была характерна многодетность. В середине 20 века такие семьи составляли большую часть населения. В сельской местности в 1960-х годах наблюдалось значительное количество многодетных семей, в которых воспитывалось от 3 до 8 детей. Однако сейчас ситуация изменилась. С 2004 родившихся было в 2014 году и в 2024 году 1261 родившихся. То есть мы видим реально налицо сокращение, и здесь оно составляет почти 37%. По смертности, если посмотреть на эти данные, то здесь у нас наоборот идет сокращение числа умерших на 216 человек. Однако очень интересно посмотреть соотношение в эти годы между родившимися и умершими. Если, например, в 2014 году соотношение родившихся и умерших составляло следующее, то есть на одного умершего приходилось 1,4 родившихся, то в 2024 году на одного умершего уже приходится только 1 родившийся. Рассмотрели и причины смертности. Это болезни кровообращения, на которые приходится 50% случаев. На втором месте новообразования, составляющие 16%. Около 10% приходится на инфекционно-паразитарные заболевания. Отнесенные к несчастным случаям составляют чуть больше 1%. Но что здесь важно понимать? Когда мы говорим о умерших в ДТП, то мы должны понимать, что в основном это ведь молодые люди, которые составляют именно демографический потенциал нашей республики. То есть это способны к деторождению молодые люди, которые погибают. Другой, не менее важной стороной Амра Цушпа назвала изменения, происходящие в семейной сфере, то есть показатели количества браков и разводов. Число браков сократилось. За 10 лет сокращение составило почти 1,5 раза. Однако количество разводов увеличилось более чем в 2 раза. Одним из демографических показателей, которые влияют на конечную продуктивность брака, является возраст вступления в брак. В нашем обществе укрепилось убеждение, что молодые люди должны получить соответствующее образование, построить карьеру, обеспечить, создать себе какую-то материальную какую-то базу, и только потом вступать в брак и приступать к воспроизводству детей. Однако с точки зрения демографической науки здесь есть такой минус, когда снижается временной горизонт репродуктивного возраста у женщины. Стратегия социально-экономического развития, разработанная до 2025 года, включает ряд мероприятий и мер, направленных на повышение рождаемости и воспроизводства демографического потенциала нашей республики. Работа в этой области должна проводиться комплексно и системно, считает Амра Цушпа. Мы предлагаем разработку концепции демографического развития Республики Абхазия, то есть концепция демографической политики нашей республики. Обязательно должна быть концепция миграционной политики.
В дополнение к этим концепциям могут быть разработаны различного рода государственные программы такого более целевого назначения. Это программы и охраны здоровья матери и ребенка, программа «Многодетная семья», обеспечение жильем многодетной семьи, это строительство жилья эконом-класса для поддержки таких многодетных семей. Ну и, конечно же, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере демографической политики и в сфере занятости. И хотелось бы добавить, что демография – это не просто цифры, это не просто статистика. Демография для нас должна стать национальной идеологией. Это вопрос выживания нашего этноса. Как итог, статистика по направлениям демографии неутешительная. Смертность превышает рождаемость, разводов становится все больше. Сегодня государство старается поддерживать молодые семьи. С каждым годом увеличивается размер пособий и выплат по рождаемости, работает жилищные и сельхозпрограммы. Специалисты надеются, что эти меры положительно скажутся на ситуации, ведь здоровая демография – это будущее страны. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Федерация абхазских культурных центров Турции передала Министерству здравоохранения медицинское оборудование и инвентарь на сумму более 1,4 миллионов рублей. Оборудование получит Республиканская больница, Гагарская ЦРБ, санитарно-эпидемиологическая служба, онкологический центр, инфекционная и городская клиническая больницы столицы, а также городская поликлиника Сухума. В новом районе столицы идут капитальные работы по ремонту улиц Агрба и 30 сентября. Работы начались в октябре прошлого года и завершить их планируют в конце текущего. Подрядчик работ – строительная компания «Гарант». Заказчик – Управление капитального строительства Абхазии. Репортаж Айлиты Арутюнян. Учитывая, что работы на данном объекте ведутся с опережением графика, их завершение ожидается гораздо раньше. Проектно-сметная документация этих объектов включает в себя капитальный ремонт ливневой канализации, капитальный ремонт водопроводных сетей, благоустройство тротуарных зон, ремонт наружного освещения. И заключительным этапом будет устройство асфальтобетонного покрытия на всей протяженности данных улиц. Примерно через месяц ожидается завершение работ по благоустройству, после чего субподрядная организация приступит к подготовительным работам для дальнейшей укладки асфальтобетонного покрытия. Объект финансируется из средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Суммарная площадь покрытия асфальтобетона составит более 16 тысяч квадратных метров. Просим жителей нового района с пониманием отнестись к возникшим временным неудобствам. Капитальный ремонт ливневой канализации и водопроводных сетей завершен. На данный момент проводятся работы по капитальному ремонту дорожного освещения. Благоустройство тротуарных зон будет завершено в течение месяца, после чего субподрядная организация приступит к подготовительным работам для дальнейшей укладки асфальтобетонного покрытия на всей протяженности 2 улиц. Безусловно, установка новых тротуаров и асфальтирование до проезжей части – это значимое событие для нового района и долгожданное. Наконец-то наши пешеходы смогут свободно передвигаться, свободно, безопасно и комфортно. Надеюсь, на этом благоустройство района не остановится. И также хотелось бы обратить внимание на асфальтирование внутридворовых территорий, которые также крайне нуждаются в этом. В частности, пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание администрации на двор дома номер 2 по улице 30 сентября. Работы на данном объекте выполняет строительная компания «Гарант». Заказчик – Управление капитального строительства Абхазии. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Работы Зураба Джапуа, абхазский эпос о нартах, исследования и тексты. Валерия Бигвава, Аншахацара, абхазская традиционная религия. Эдуарда Кимкетова, Анатолия Марколи и Январби Эгба. Перспективы использования возобновляемых источников энергии в условиях Абхазии допущены к участию в конкурсе на соискание государственной премии имени Дзидзария в области науки. Комиссия по госпремии имени Дзидзария обращается с просьбой к коллективам научных учреждений, высших учебных заведений
Ко всем компетентным специалистам принять активное участие в обсуждении выдвинутых на соискание премии работ в средствах массовой информации и присылать свои отзывы до 1 сентября. В Сухуми стартовал чемпионат МЧС по мини-футболу в честь 20-летия спасательного ведомства страны. В нем принимают участие футбольные команды из всех районов республики и центрального аппарата министерства. Глава спасательного ведомства генерал-лейтенант Лев Квициня поздравил участников с началом турнира, пожелал им успехов и выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет в духе благородного соперничества и высоких спортивных идеалов. В течение недели пройдут групповой турнир, по итогам которого определяются участники полуфинала и финала чемпионата. В первый игровой день состоялись 4 встречи. Команды ПСО города Гагры и ПЧС Очимчиры сыграли в ничью 2-2. С таким же счетом завершилась встреча команд ПСЧ Гудаут и ПСО города Сухум. Футболисты ПСЧ города Тхварчал обыграли соперников из Гулыбша 4-1, а команда центрального аппарата МЧС забила в ворота ПСЧ города Гал 5 безответных голов. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 19 июня, в Абхазии днем временами кратковременные осадки, к вечеру возможна гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амщукшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.